Друзья, всем привет! 29 октября. В прошлом ролике я говорил вам, что рыболовный летний сезон закрыт. Завершили, подняли удочки в клеточку, поймали напоследок рыбки. Ожидались мороза, потому что морозы были, да, но не минус 7, как обещали, а где-то минус 5 всего. Забереги все замерзли, но река еще открыта, и, как мы видим, без шуги. В общем, приехали на наши продольники. В прошлый раз мы их не успели поднять. И заключительный этап. Живцы, правда, есть, но все-таки решил поднять продольники, потому что, во-первых, скоро пойдет шуга, во-вторых, по открытой воде возиться с продольниками очень и очень холодно, мерзнут руки и все такое. Что попалось, то попалось. Что поймали, то поймали. Остальное половим уже по твердой воде. Ну, прошлые дня 3 назад мы это все наживляли свежими живцами, и как бы есть надежда, что что-нибудь да попало. Живое, не живое, это вопрос второстепенный. Посмотрим. Камеру на голову и проверяем, поднимаем, проверяем, поднимаем. Начинаем с нижнего участка возле избы. Если успеем, если день не закончится, поднимем верхнее. Сегодня у меня был рабочий день. Съездил, волны сегодня не было. Холодно, прохладно, сыро, дождик моросит. Но главное, без волны, и это хорошо. Приступаем к проверку и поднятию наших продольников. Так, бутылочки мы уже подняли. Сразу. Ладно, это потом. Не будем. Приготовим на всякий случай подсак. А вдруг? А вдруг налим, а мы не готовы. Ладно. Так. Ну что, смотрим. Так, натяжечка какая-то вроде бы. Что-то... Окунь. Окунь, друзья. Окушок, но уже немножко устал. Вот такой вот окушок. Заглотил. Он полностью крючок. И немножко устал. Пойдет коту. Мы сегодня даже без ведра. А нет, ведерочка у меня есть в бардачке. Опа-на. Еще окунь. Красавец какой. Тоже уставший. Уставший, но еще живой. Вот такой вот красавелла. Он живой, но на грани уже. 2 окуня. Почему-то это место любит окунь. Видать, вот в ту курью, что ли, поднимается. Вот такой вот красавец окунь. И все. Ну вот, начало есть. Обратно отпускаем продольник и наматываем на мотовильце. Сезон продольников тоже закрываем до весны. Все это убираем, продольники уберем домой, переберем, что где крючки поменять, приготовим. И весной будут они радовать, надеюсь, своими поклевками язевыми, налимовыми и так далее. Ну что, пока наматываем, выключаемся, встречаемся на следующем продольнике. Так, что нам скажет второй продольник? Вода падает, и как мы видим, мусора уже заметно меньше. В прошлый раз было тут ого-го. Так, продольник где-то в стороне. Значит, что-то было. Может быть, даже что-то и есть. Опа, налимчик был. Налимчик был. И умер. И все. И все.
Вот такой вот налимчик. Был и помер. Помер недавно, но жабры еще красные, не испортился, но все равно пойдет на корм собаке, кошке, кому-нибудь. Он побелел уже. Вчера окочурился. Все-таки, если поставил снасти, надо проверять каждый день. Заглотил вот до пищевода. И аля-улю. Так, как тебя отцепить, Налим, мой дорогой? Вот так. И вот так. Все легко и просто. Так, ладно, побарахтайся там пока. Все. Отпускаем. И наматываем на мотовильце. Мотовильце у нас вот такое. С плотного типа пенопласта. С упаковочного материала. Это временно. Потом дома все это буду перебирать. Смотреть крючки. Ну, в общем, пока так. Встречаемся на следующем продольнике. Текс. Смотрим, лодка дырявая. Вода заходит просто на глазах. Она просто немножко протекала. А сейчас, видать, где-то что-то клепка какая-то, видать, слетела. Надо смотреть внимательно, а так потонуть можно. Так, смотрим. Ух ты, ух ты, ух ты. Налим. Налим раз. Налим два. Налим два. Два налима. Вот такие вот. Блин, Инскаден. Что, налим шевельнулся, что ли? Накрутили продольник. И оба живые. Это радует. Вот Инскаден. Это все-таки ведро достать, наверное. Если честно, я не надеялся. Так это грамм на 800. Это чуть меньше. Грамм 300-400, наверное. Ну, тоже заглотил. И закрутили продольник. Так что свежачок у нас, жареха уже есть. Ага. И значит, все не зря. Просто была непогода. Волна, ветер, холод. Так бы, конечно, я проверил раньше. Так, второй, третий получается. Ну, о, еще малышочек там. Ну, с тобой-то что делать, я не знаю. Я не знаю, выживешь, не выживешь. Попробуем тебя отпустить. Потому что с тебя польза как от козла молока. Выживешь, выживешь, нет так нет. Поплыл шустро. И все. Ну вот. Неплохо. 3 продольника. Мы уже с уловом. Все, распутываем все это. Заматываем и встречаемся на следующем продольнике. Так, очередной глюк камеры. Задолбала эта камера, уже столько кадров потеряно. Глючит и глючит. Так. Что-то засыпало, закрутило. Что-то было. Что-то было. Что-то было. Что-то было и ушло. Потому что все скручено вон и засыпало. Был налимяка. Ну, ушел. Ну, ладно. Судьба, значит, ему повезло. Значит, не мой.
подъезжаем к последнему, крайнему продольнику на нижнем участке. Опачки, вот так вот. И смотрим, даст налима, не даст налима. И так хорошо, считай, вон. Если честно, я уже не ожидал, тем более 3 дня не проверял. Последняя проверка шибко больно не порадовала. Я как бы думал уже все, типа глухозимие. А нет, вон. Я уже доволен. Свежачок. На ужине пожарим, уже жареха есть. И еще не все потеряно. Так, тут капроновый продольник. Серега говорит, на капроновый вообще не ловится. Сейчас мы это посмотрим. Так. Ну да. Пусто. Хотя натяжка или тачок грязью забила, мусором. Да, капроновый пустой. Действительно, на леску ловится лучше, чем на капрон. Почему-то. Ну ладно. Спасибо и на этом. Надо по-быстрому спешить. Начало уже смеркаться. А у нас еще есть верхний участок. До туда еще надо доехать. И что успеем, то успеем. Встречаемся на верхнем участке, друзья. Ну вот мы и на верхнем участке, но уже начало темнеть. По пути закинули груза, что подняли для весенней рыбалки. Как мы видим, заезжал, пока кидал, пока доехал. В общем, уже начало темнеть. Так что, пока будет видно, будем снимать. Что поймаем, покажу. Ну, если не поймаем, показывать нечего. Поехали. Первый верхний продольник. Была такая мысль, думаю, насадить, что ли. Быстрее сейчас будет насадить, чем поднимать. Сейчас посмотрим. Если на первом что-то будет, может быть, и насажу. А на первом, друзья, пусто. Так, друзья, очень быстро стало темнеть. Я уже не вижу, но плохо видно. Так что быстрее будет, наверное, насадить и оставить. Вот один поднял, остальные, пожалуй, оставлю. Тем более, если здесь что-то будет, то 100% буду оставлять. Тем более, есть живцы. Тут недалеко от деревни. Опа. Можно будет поднять в любой момент. Если вода не подскочит, подъехать и поднять. Тем более, завтра так и так приедем в деревню, сходим на могилку к родителям. Опа, что-то запутано. Что-то тут было. Что-то тут было. Это что-то по-любому был налим. Потому что вон все запутано. Что-то запутало и ушло. Ох ты, капитально запутано. Так что, блин, будем распутывать. Так, один
Наживили продольник, закинули. Самое неприятное в данной ситуации то, что темнеет. То, что я сегодня забыл взять с собой фонарик. И не знаю, как будет видимость. Скорее всего, этот еще, может быть, продольник будет видно, если что попало, не попало. А дальше не знаю, как мы будем снимать. Блин, фонарик никогда не вытаскиваю из кармана, чтобы не забыть. Вчера выходил к собаке, вытащил из кармана и забыл. Так, ладно. Не будем о грустном. Что увидим, то увидим. Ночью все кошки серы. Так, что-то куда-то засыпало все. Продольник где-то внизу засыпанный. Песком засыпанный и пустой.